Победителем стал Суров Измаил. За первое место. Прошу вас сюда. От Калининграда до Владивостока школьники со всех уголков страны оставили телефоны и планшеты в пользу бумаги и ручки, чтобы написать лучшее письмо в России и отправить его по почте. В эру цифровых технологий всероссийский конкурс детских писем удивляет своей масштабностью. 80 тысяч работ, несколько номинаций и в каждой только один победитель. О том, что его письмо станет лучшим в самой популярной номинации. Есть такая профессия «Родину защищать», объявленная Министерством обороны России. Ученик 26-й школы селения Зязиков-Юрт Измаил Суров не мог и представить. Переполненный волнением он берет свою грамоту и до сих пор не может поверить в победу. Владимир Владимирович Путин назвал конкурс «Лучший урок письма» интересным, востребованным и по-настоящему красивым проектом. Мы, принимавшие в нем участие, с этим мнением согласны. Хочу сказать большое спасибо тем, кто придумал конкурс и курировал его. Свое письмо он посвятил герою России Суламбеку Асканову. Ибрагим и сам мечтает связать свою жизнь с военным делом. На это его вдохновил именно подвиг великого летчика. Этими мыслями он поделился в своем письме, чем и тронул жюри. Это первый герой России, который ценой своей жизни спас жителей Хворостинки. Он пожертвовал своей жизнью, он направил самолет в другую сторону, хотя он мог спастись, но при этом люди могли погибнуть. Этот конкурс показывает, какие у нас в стране талантливые дети. Он находит таких детей и продвигает их дальше. Есть посыл и аргументы, и история своей семьи. И что для ингуша значит, вот для него, молодого парня, служить в армии. Насколько это достойно, насколько он себя видит в погонах, он себя видит и в армии, и по возвращении, и в умении в любой момент защитить себя, свою семью, свою девушку, маму, родину. Вот логика его замечательных поступков, и этому письму веришь. Конкурс «Лучший урок письма», начиная с 2002 года, проходит в нашей стране ежегодно. Его главная цель – сконцентрировать внимание детей на ценностях родного языка и культуры письма, истории своей семьи и страны. Каждый год темы для сочинения меняются. В этом, например, самыми популярными среди ребят были номинации «Я доброволец, я волонтер», «Поколение неравнодушных». А абсолютными чемпионами по количеству конкурсных работ стали номинации «Есть такая профессия», «Родину защищать» и «Рецепты счастливой семьи», которая проводится оргкомитетом совместно с Фондом социально-культурных инициатив. Многие пишут родителям, почему-то боятся или стесняются сказать: «Мама, я тебя люблю». И он пишет на конкурс письмо и объясняется маме в любви. И это, как правило, слова очень искренние, трогательные. Многие письма обращены к своим прадедам на войну. А многие ребята мыслят перспективно и хотят, ну что скажем, прямо обустроить Россию. Предлагают свои экономические модели, варианты. И пусть они где-то немного наивны, но вот этот порыв юных наших с вами соотечественников, он замечателен. Вот одно из писем. Деревня у нас когда-то была очень славная. Были мельницы, мануфактуры, фабрики. Все потом пришло в запустение. Я, конечно, уеду из деревни. Выучусь и вернусь. Первым делом разгоню пьяниц, налажу мельницу и построю мармеладную фабрику. За 16 лет проведения конкурса в нем приняли участие более 2,5 миллиона человек. В рамках эпистолярного почтового проекта издано 15 красочных книг, в которых собраны сочинения ребят под общим названием «С чего начинается Родина. Детские письма о главном». Их общий тираж составил 36 тысяч экземпляров. Ты делаешь вывод, читая эти письма, что если бы на многие вещи мы, взрослые, хотя бы иногда смотрели глазами детей, то многих несуразиц в нашей жизни бы не было. Они всегда пишут, по сути, об одном, о своем взрослении и о своем стремлении участвовать в больших делах страны. Поэтому этот конкурс в полной мере можно назвать патриотическим. Это обращение молодых ребят, юных россиян, школьников к своему сердцу. Для многих из них уже сейчас, и мне это понятно, судьба и Родина едины. Это как в песне.
Радость ребят, занявших призовые места, разделяют их родители и друзья. Торжественное награждение для победителей конкурса проходит в Кисловодске при поддержке директора макрорегиона Северный Кавказ Почты России Сергея Муратова и директора управления федеральной почтовой связи